Ассаламу алейкум, добрый вечер, приветствую всех, с вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 24 марта 2022 года. Приветствую вас, друзья. У меня был только что стрим на ТикТоке. Еще раз приветствую всех, кто был со мной на ТикТоке и перешел на YouTube сюда, на этот канал. Так, друзья, приветствую вас. Крысы бегут из тонущего фашистского корабля. И давайте мы это немного сегодня обсудим, друзья. Так, давайте я почитаю ваши комментарии. Я смотрю, здесь вы много писали. Неуловимый Джо, Ури, Майер, Довиле, Мадина, гражданин Ичкери, Ушевига, Машволь, ва алейкум ассалам, Хачукаев. Да, ведь да, сбежал Чубайс, тиканул Чубайс. Шойгу уже не видно, Бортникова не видать, говорят, пропали они. Ну, они сейчас, наверное, свою войну пока лепят. Так, Майер, ва алейкум ассалам, Шевига, Машволь. Асан, ты умное оружие наше, Майер. Да, дуже дякую, Оля. Файтер Израиль, всем салам, шалом, витаю. Аслан, рад видеть. Взаимно, Файтер Израиль, приветствую тебя. Шаломчики, привет. Асамбек Тутаев, салам ашлу, масарга, дели салам ашлу, леди хоп машой и все остальные. Сегодня, или вчера уже сбежал, сегодня установили, сбежал Чубайс. Человек, который поддерживал геноцид Чеченской Республики, который говорил, что в Чеченской Республике возрождается русская армия, русскую армию, которую бросили на Украину, оставив теперь возрождаться, теперь уже в Украине, Чубайс тиканул. Ну что ж, крысы бегут, это хорошо. Путин будет понимать, что вокруг него какие люди собрались, как говорится, похожих собирает Бог вместе. Вот такая вот ситуация. Далее, кроме Чубайса, еще сбежал Дворкович, такой есть. Под видом реально бегущих будут сбегать люди, которые притворяются диссидентами, которые и раньше так бежали, и сейчас будут так бежать и внедряться. Мы должны быть, мы люди, которые прекрасно знаем их кухню, мы должны быть очень аккуратны, конечно же, но при всем при этом всегда должны быть начеку и выявлять вот этих путинских, под ФСБшных, да, они могут быть даже и против Путина и искренне, но при всем при этом оставаться фашистами, под ФСБшными и имперцами. И мы должны всех разоблачать. Хватит, хватит. Теперь мы будем выявлять этих мерзавцев, да, на самом деле мерзавцы, не как они нас называть мерзавцами, выявлять, хотя для них мы являлись мерзавцами, потому что мы противники вот этой гибни, вот этих преступлений, которые совершает фашистская Россия, враги фашизма, империализма, и мы будем разоблачать. Так, давайте еще к вашим комментариям. Так, леди, Файтер Израиль, всех приветствую. Так что и Дворкович тоже тиканул. Осталась Россия без нанотехнологий и Дворковича. Ужас, ужас. Так, задавайте ваши вопросы, друзья. Но я хотел бы начать, перед тем, как вы будете задавать вопросы. Я вам хочу показать одно видео. Но не такое уж длинное, там пару минут почти. Давайте посмотрим, что говорит Яков Кедми. Человек, который проповедует путинский фашизм, поддерживал их все это время. Давайте посмотрим, что он говорит. Сегодня в Киев будет означать поражение России в этой операции. Полное и окончательное. В глазах народа
Любой договор, который подпишет Россия с властью, которая сегодня в Киеве, будет означать поражение России в этой операции. Полное и окончательное. В глазах народа России, в глазах армии России, в глазах всего мира. И тогда поддержка, о которой ты говорил, и Индии, и Китая, уйдет, и арабского мира испарится. Сейчас на повестке дня стоит, когда началось противостояние между Соединенными Штатами и Россией и НАТО. Я сказал, Россия предъявила ультиматум и себе тоже. Россия не имеет права проиграть эту операцию в Украине. Не имеет права. Это будет означать, что у России нет сил справиться с кем? С Украиной, с Зеленским. И пошли на договор. Хасавюрт по сравнению с ним, это еще будет большое дипломатическое достижение. Потому что Хасавюрт не был началом конца государства России. Он был одним. А этот договор может быть началом конца России как государства. Потому что если не удается навести порядок на Украине, что вы замахиваетесь на НАТО? Что вы замахиваетесь на Соединенные Штаты? Вы с Зеленским не могли справиться, так чего вы? То есть тут у вас на повестке дня стоит один вопрос. Или вы победите в этой операции, или начинаете обратный отсчет. Ясно, да? Или начинаете обратный отсчет. Теперь я поясню, о чем он говорит. В 96 году, когда фактически уже русские не могли вести боевые действия, мы им так давали прикурить, что и Запад нам очень сильно помогал, Америка поддерживала, везде России закрывали краники. И, конечно же, в первую очередь, это заслуга наших бойцов, которые на поле боя показывали, что им не рады русским оккупантам. Русские убили нашего президента Джохара Дудаева. И только после этого они сели с нами за стол переговоров. Более того, когда они садились за стол переговоров, посадили напротив, куда должен был сесть Завгаев, Яндарбиев, исполняющий обязанности президента после гибели Дудаева, Зелимхан Яндарбиев, напротив посадили Завгаева, и хотели посадить, Ельцин хотел посадить напротив Завгаева Яндарбиева, а сам сесть во главе стола. Яндарбиев на это не согласился, сказал, что я пришел с вами решать дела, а не с ним. Но нужна была такая картинка. Это то же самое, когда вам сейчас предлагают украинцы договариваться там, с Лугандонией, с Пушилиным, там, Пасечниковым и так далее. Поэтому в этом плане они всегда пытаются себя поставить выше и так далее. И понимая, что сесть за стол переговоров с Дудаевым, это вот сейчас Яков Кедми об этом рассказывает, это признание того, что они проиграли, они убили нашего президента. То же самое я могу сказать в отношении Зеленского. Они сейчас предпримут все возможные меры для того, чтобы убить Зеленского. Вот все, что возможно, они предпримут, чтобы его убить. Так как операция не получается у них, победить не получается, и вот хотя бы нужно убить Зеленского, чтобы начать разговаривать с украинцами. Конечно, нужно его оберегать и ни в коем случае не дать этого сделать. И опять же, Яков Кедми, я с ним не согласен, очень часто бываю, почти всегда, это такой фашист или подпевало фашистский, если сам он им не является. Ну или очень хорошо внедренный агент в эту фашистскую Россию. Не знаю, его сейчас послушаешь, он вроде бы за Россию выступает, но смотришь на его лицо и понимаешь, что ему это нравится, что Россия не справляется. Может быть, он желает успеха обеим сторонам, как когда-то он желал это в Сирии, когда начиналась только война. Может быть, выступает
за русскую сторону. Ну, на лице его была довольно, рожа у него была. Мне так показалось, по крайней мере. И вот констатация факта Яковом Кедми, что ничего не может Россия сделать против Украины, мы увидели, вот они уже признают, да, они будут заваливать трупами, будут еще больше, и я сейчас у себя в ТикТоке это говорил, эта война затягивается, и она будет затяжная, скорее всего, война. Русские не пожалеют жертв и своих, и мирных, и чужих, чтобы как можно достигнуть успеха. Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет. Ну, вот это очень показательное видео от Отсосали нахуй. ладно, здесь мат, я не буду показывать, хотел показать. Короче говоря, очень убедительное видео от фашистующих Кедми, Якова и этого Соловьева. Так. Я говорил у себя, по-моему, сейчас это в ТикТоке сказал, сегодня Байден выделил еще $1 миллиард на гуманитарную помощь, еще 300 миллионов, еще на какую-то там помощь. Йенс Столтенберг, руководитель НАТО, обещал, и уже выделяются, мне кажется, защиты для отражения химической атаки, потому что ожидается, как уже русские об этом много говорят, значит, собираются применить химическое оружие, химатака ожидается, и будут сейчас всячески пробовать, может быть, даже по Киеву применят это химическое оружие. Посмотрим. Посмотрим. Так. Также хочу показать вам видео, вы, может, его уже все многие видели. Задержанный кадыровец, который рассказывает, что у них вооружения нет, это все картинка, это правда, что всего лишь это картинка, которая таких хорошо одетых, хорошо экипированных боевиков там путинских показывает. На самом деле, вот он тут рассказывает, им с едой проблемы, 4 рожка дали, и говорит, иди в бою, забирай у украинцев, типа трофеями поезд забирай. И он призывает никому не ехать и категорически советует отказаться своих коллег вчерашних, отказаться от поездки в Украину. В Чеченской республике люди начали понимать, многие матери сейчас вот начинают возмущаться, я надеюсь, это примет более такой массовый характер, чеченцам ни в коем случае нельзя ехать, эта война проиграна с первого дня ее начала, дело только лишь в жертвах, которые Путин готов принести для того, чтобы потом эту великую победу, русская победа, она всегда только кровавая, маленькие малокровные или бескровные операции у них не считаются победами, надо побольше угробить своих, потом убить в отместку за то, что неправильно руководили, чужих нужно угробить. И вот таким вот способом Россия достигает великих побед. И вот России нужна великая победа. Применить химическое оружие, применить там атомную какую-нибудь электростанцию взорвать, просто трупами завалить. Это все Россия умеет, любит и практикует. Боюсь, что, не хочу нагнетать, но боюсь, что может произойти и вот такое вот действие со стороны России. Далее сообщаю вам, что на 24 марта, на 23, извиняюсь, марта, с 24 февраля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает приблизительно о 15 600 убитых русских оккупантов, 517 уничтоженных танков,
1578 бронированных машин. Задумайтесь только. 1578. 267 артиллерийских систем и 80 систем РСЗВ. 47 засобы ППО, особые специальные ПО, летающие вот эти объекты. Наверное, это так. БПЛА это летающий объект. 101, 124, 101 самолет сбит и 124 вертолета. Представьте, Россию сейчас фактически лишают полностью ее воздушных сил. 42 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1008 автомобильной техники, 70 цистерн, 4 корабля. Сегодня был потоплен один очень большой такой, хороший, ценный такой фашистский корабль был потоплен. И 15 специальной техники уничтожено. Короче говоря, как только могут, так и мочат русских фашистов. Далее в Кострому привезли убитых костромских десантников, ликвидированных в украинской земле. И вот такая вот тема. И вот я хотел вам видео показать, За русский народ! кто такие русские, кто представляет в Государственной Думе на протяжении уже более 30 лет, да, или 30 лет уже представляет. Я это называю фашизм из-под тишка. Вот сзади вы видите вот эту голову, это стоит человек, который отравил Александра Литвиненко за то, что он расследовал взрывы домов, за то, что он отказался от своей банды ФСБ и так далее. Это я называю то, что сейчас делает Жириновский, фашизм из-под тишка. Как обычно, прямо показать. Они боятся, поэтому из-под тишка. Вот давайте послушаем. За победу! За нашу победу! За русский народ! За Россию! За ЛДПР! Видели, да? Как он из-под тишка, а сзади стоит этот и лыбится. И вопрос у меня возникает к крымчанам, которые за золотую миску похлебки, которую они планировали получить в России, присоединившись, предав свою страну, и лугандонцев тоже, как они там, камни с неба, они ощущают, уровень жизни у них отныне будет хуже, чем в Сомали. Это я вам гарантирую. И это намного хуже, чем они могли себе представить. Так, возвращаюсь к вашим комментариям и дальше продолжаем наш стрим. Так, кадыровцы на заградителю отряда стояли на украинском ютубе, выпивают нам всякие, хотя бы, что нас ненавидят больше, но еще не объяснишь, что это не чеченцы, кадыровцы. Евгений Кельми едет туда пощекотать свое эго и самомнение. У нас его вообще никто не знает, кроме русскоязычной части общества. Ясно. Это был Евгений, кстати говоря. Приветствую тебя, Евгений. Так. Смерть русизму, человеконенавистнической имперской идеологии, смеси нацизма и фашизма. Фриман, приветствую тебя. Так, все, что сейчас в Украине, было и у нас. Им надо добраться до Зеленского. Их планы знают, но надо бдительным быть все равно. Да, Евгений, Зеленхам тогда красиво поставил российскую власть на место. В итоге сели как и следует. Да, он вынудил их так сесть. Долгожданный конец Российской империи близок как никогда. Ребята, все будет Ичкерия. Да, как-то так. Да, мула. Ночи. Аслан, в ТикТоке Модук Бука Аудал ночью Ома был нах. Меня они сегодня чуть там не убили, вертикальные муджахеды, виртуальные. Фриман антипутинист. Нельзя исключить, что Путин будет воевать до последнего русского. Да, именно так и будет, Фриман. Ему
Главное, чтобы самому прожить. Про Кедми хорошо рассказывает Табах. Да, Табах его тогда разоблачил немного. Фриман антипутинист. Путин попал в капкан, и его надо добивать. 100%. Файтер Израиль. На Кедми в Израиле открыто уголовное дело за воровство госденег. Он скрывается на России, вот и отрабатывает на Параши ТВ. Ясно. Майер с Мордором. Не надо сильно идти на переговоры. Но не идти тоже нельзя. Чисто для стратегии. А наши сами навязывались на переговоры. Каждый раз просили. Не надо с ними переговаривать. Они сейчас не настроены ни на какие уступки. Их задача вас уничтожить, Украина. Исходите из этого. Вот это самое главное. Никто не будет, какие бы слова они ни говорили, никто не будет с вами вести честные какие-то переговоры. Только лишь уничтожение Украины. Уничтожение Зеленского, уничтожение армии, которая вот 15 600 уже уничтожила орков. Всех их объявить врагами, ну и так далее, и так далее. И все потом по чеченской накатанной этой схеме. Вот тогда они станут орлами. Сейчас они тут попрятались, не знают еще, не уверены они, что они выиграют. Хотя я абсолютно 100% им заранее говорю. Не потому, что я на другой стороне и хочу их там сбить. Потому что реально это уже все. Просто это будет избиение вас, русские. Вы будете огрызаться, химические, там, биологические что-то применять. Но это конец России. Российская Федерация больше не будет существовать, поверьте. Вот такие вот дела. Так, Кельмер такой же путинист, как и другие полуэти. Да, абсолютно согласен. Полукедах, который, Шульдамак. Так, сегодня судьба Украины и мира решается на полях сражений, и только непоколебимая воля и отвага ВСУ будет решающей в этой отечественной войне. Враг будет разбит. Да, Фриман, совершенно верно. Кедми ездит туда пощекотать все. Так, это я уже читал. Кадыровцы, так, это то. Эти еще не знают, что России уже конец. На загородотряд. Скоро города и веси покроются зеленью, тут партизанщина разгуляется, начнут и отстреливать, и вырезать, и взрывать пачками. Да, абсолютно верно. Абсолютно. Кадыровцы не представляют чеченцев и чеченский народ, говорит Хачукаев. Даже из Украины эфир Гончаренко не виснет, а у Аслана виснет. Да, зависает, да? Зависает. Ну ладно, что поделаешь. Предоставляемые самолеты-истребители какой-либо страны в защиту страны важнее отдельного человека, который жертвует своей жизнью. Так, белорусским оркам тоже звонят, говорят, пойдете, вам Байрактар помогает ручкой прощания. Они говорят, мы не хотим, побросаем оружие. Так. Стратегия Путина причинить украинскому обществу и руководству такие страдания, которые они не вынесут, и капитулируют, и приползут к нему договариваться на его условиях, убоявшись жестокости этих орков. Да, абсолютно верно. ДНДК. Аслан, замолви слово про кавказцев, пересекающих границу Украины с Польшей. Поляки, те же фашисты, сдают фашистской рашке по сфабрикованным фейкам кавказцев, фашистской рашке. Что это такое, ты говоришь, Дене? Как это так? Пересекая польско-украинскую границу, как поляки сдают их России? Не имеют права они России сдавать. Нужен пример, чтобы я о чем-то говорил. Мне нужна фактура. Мне нужно, дайте мне факты, данные. Железобетонные, честные, проверенные факты. Конечно, я тогда буду говорить. Ну, как-то странно это все. Ну, тоже, если мы говорим поляки, они там сейчас за нас там и так далее. За нас есть очень много поляков. Но при всем один Адам Боровский чего стоит. Но при всем при этом
есть и подрусские, и разные другие. Так, я готов замолвить, ты мне дай только факты. Аслан, я готов, и моя семья готова терпеть, лишь бы ложь Рашки канула в лето. Да, мула, Шурдамаг. Это вся ложь нет, конечно, но Рашка уже приплыла куда следует. Такие ощущения, что российский генералитет решил списать всю свою военную технику, чтобы списать свое воровство на российскую армию. Вполне возможно это, я ничего не исключаю. Разнорабочие строители исламского государства сами не знают, что им помогают русские. Аслан, прочти и прокомментируй. Так, русским наплевать, что творится в мире, у них одна еда на уме, мол, все дорожает, жрать охота нам. Ну а как еще? Первое, когда тебя касается. Хорошо, их начало наконец касаться. Так, то есть, а как ты думаешь, почему Табах уехал из Украины? Мне кажется, его вынудили уехать. Я не знаю почему. Я вообще его даже не спрашивал. Я, кстати говоря, давно с ним должен был поговорить и никак не наберу ему. Надо с ним поговорить, но не знаю. Я не думаю, что его вынудили уехать. Я не думаю. Ну, человек, но если он не воюет, находиться в Украине тоже не имело особо смысла, потому что идет война. Получать информацию от своих друзей он и так может. И я думаю, что для Табаха Табах это такая цель для русских. 100%, они о нем уже говорили. Табах очень колко, резко говорит, на самом деле, очень правильно говорит вещи. Поэтому я так полагаю, что ему было небезопасно там находиться. Но не знаю я, почему он уехал. Так, Эвере, Аллаху Акбар, хитрость всегда будет повержена только искренностью, имам Мади. Надеемся на мир будущего, в котором России не будет, чтобы этот источник грязной лжи, самодовольной наглости, агрессии, шовинизма и мракобесия исчез навсегда. Амин, Фриман, амин. Победа только в Москве, плюс никакой прощады, плюс Россию хлам, плюс смерть фашистам. Сегодня ВСУ уничтожили русский кораблик. Да, уничтожен сегодня кораблик. Россия реально восстанавливает полноценный тоталитаризм, на этот раз в форме классического фашизма. Да, Фриман, и мы оказались правы. Мы об этом говорили, и теперь весь мир снова заговорил, как мы говорили, на протяжении этих 20 с лишним лет. Жаль, что так поздно. Так, лайки, господа, напоминает Асланбек Тутаев. Россия только крепнет, но без Путина и превратится в СССР. Россия только окрепнет, но без Путина и превратится в СССР. СССР больше не превратится в Россию. Потому что СССР это был идеологический союз этих государств. Той идеологии уже не восстановить. Если, конечно, снова не появится какой-нибудь труд какого-нибудь Карла Маркса, и русские не готовы будут готовы ради этого труда убить несколько десятков миллионов своих граждан. Тогда вы новую построите идеологию СССР. А сейчас я в этом сомневаюсь. Не то, что вы убьете своих соплеменников, десятки миллионов. Не сомневаюсь даже. Это у вас даже там ничего не ёкнет внутри. Но что появится новый Карл Маркс, вот проблема. Польша обычно кадыровщина и ИГИЛу радикально настроена. Ичкерия Форева. Да, кстати говоря, Польша в этом плане тоже, кстати, разбирается. Она разбирает нас и вот этих подрусских. Ходорковский тот же фашик, что и Путлер. Да, только в другой руке. Лови факт, Аслан. Дней 10 назад Кадыров собрал неформальное совещание из ведущих семей Чечни и обязал каждого снарядить и оплатить определенное количество наемников для войны против Украины. Интересно, мне фамилии нужны вот этих семей ведущих, хотя бы несколько,
чтобы знать. Нужны фактология нужна. Факты, факты, друзья. Давайте факты. Давайте вместе уничтожать фашистскую Россию. Так, 9 марта сдали дагестанца, он жил в Украине, был женат на украинке. Во время пересечения границ Украины в Польшу погранцы польские его задержали, он был задержан и передан Рашке. Не может за 9 дней так быстро его передать, не могли его передать. Он в конце концов мог попросить у Польши политического убежища и остаться. Что-то тут нечисто. Вот так быстро взять, передать человека, который пересекает границу, ну, да, это пособничество, конечно, но там не просто так ведь. В конце концов, опять же, он мог сказать, я прошу политического убежища. Все, Польша не может его пока не разберется выдавать. Хотя, может, нарушения какие-то есть. Нужны фамилии, имена, за что, где, и был ли он прорусским, был ли он на нашей стороне, был ли он еще кем-то, как-то. Может, он совершил какое-то преступление, был в розыске, да, тягчайшее какое-нибудь преступление. В выдаче дагестанца рассказал на своем канале. Мы с Ислам его выдали 9 марта, жена украинка Зубагиров Магомед. Да, но я этого не слышал, Ассаламу алейкум, я тоже слышал про это. 8 марта передали России при переходе таможни Польши дагестанца и кабардинца. Я не слышал, к сожалению, друзья. Ну, надо говорить это, ну, нельзя это так оставлять, друзья. Если это человек никак не связан с Россией. Файтер Израиль солидарен с каждым словом, каждым комментарием в отношении России, 100%. И жаль, что не раньше эту помойку начали давить. Да, Файтер, вам было меньше работы сейчас. Марат, ассаламу алейкум, великорусский шовинист, что с ними будет? Ай-яй-яй, так им и не надо. Так. Рашка сдохнет, дал мула, иншалла, дал мула, да не, дал мула. Фриман антипатинизм, мимикрирующий российский фашизм после широкомасштабной войны против Чечни и открытой войны против Украины уже не может прикрыться никаким фиговым листком и грубо обвиняет противника в собственных грехах. Китайцы после 3 недель беспримерного мужества украинского народа уже не просто ждут по своим мемам, пока мимо проплывет труп врага, а подталкивают его в воронку водоворота. Плавтырь Алексей. Ассаламу алейкум всем. Ва алейкум ассалам, Плавтырь Алексей. Шульдамак. СССР обещали чеченцам суверенитет и право на свободу вероисповедания. А в итоге, как обычно, русские обманули. Так, друзья. Что я вам хотел еще? Так, мы уже сколько? 30 минут в эфире, да? Так, я хотел вам показать одно видео. Но надо его сейчас найти. Кстати говоря, я где-то минут 50, наверное, был у меня стрим в ТикТоке. Я его тоже выложу после этого стрима. Выложу его тоже. Или может на завтра его оставлю. Так. Давайте я вам покажу вот это видео. За моей спиной сейчас идет выгрузка дополнительных сил российских военных. Это действительно эпохальное событие, которое открывает возможности для Черноморского флота в логистических вопросах, используя уже инфраструктуру порта Бердянск в полном объеме. Русский корабль в порту Бердянска, БДК «Орск» Черноморского флота.
больше вот этого эпохального корабля был на Украине, а стал под Украиной. Вот такая вот ситуация произошла. Также, да, я сказал у себя в ТикТоке, наверное, здесь тоже, сейчас уже не помню, я упоминал тут уже или нет, что Чубайс, Дворкович и помельче рыбки все бегут. Бегут под этим видом, пытаются и внедриться, но и пытаются бежать как могут. Посмотрим, что будет. Но это очень хорошее, радостное сообщение, что текают враги, текают. Олаф Шольц исключает, что он платит за импорт газа в рубле. Это правильно, значит конкретно, если Путин. Так, Олаф Шольц исключил, что мы будем платить за импорт нефти и газа в рублях. Это правильно и значит конкретика. Если Путин останется на своей должности, то поставок российской нефти и газа больше не будет, сообщает Роберт Рётген, немецкий политик. Также известно, что немецкие власти договорились с государством, королевством Катар о поставке газа и нефти. Так что, чус, фашистская Россия, у тебя больше покупать Германия не будет. И вот эти миллиарды, которые закопали вот в этом Северном потоке-2, останутся закопанными. Также, не знаю, пока не подтвержденная информация, сообщается, что Шойгу и Герасимов погибли вместе с командованием южной группировки при уничтожении командного пункта этой группировки. Земляем бетоном 400 метров, 400 марки. Сообщаю вам, друзья. Не знаю, насколько это правда, но вот такая пока информация проходит. Посмотрим. Уничтожен Герасимов и Шойгу. Так, давайте я вам покажу короткое видео. Так, друзья. Я себя уберу. Не знаю, фейк это или нет, но выглядит симпатично. И еще одного видео, друзья. Все. Это 22 февраля 22 года. Сейчас. Раз бровь поднимем, и Украина поймет все. И не надо никаких иллюзий. Возьмем Киев. Ни о каком
быстром решении и речи не идет, потому что противостоит армия вторая в Европе после нашей, которую 8 лет готовили. Даже в плечах Соловьев меньше стал. В плечах такое есть. Ой, мерзавец. Так. Также сообщается, друзья, что на вооружение поступили дроны «Камикадзе» украинскую армию. Весят до 20 килограммов, улетают на 80 километров, может лететь до 40 минут, управляется оператором и может поразить цель в окне автомобиля. Цена $6000. Такая игрушка может уничтожить хорошо спрятанный танк. Друзья, вот этих штук в Украину поставлено очень много и будет еще больше поставляться. Смотрите, чудо техники. Так, сейчас я увеличу. The Switchblade 300 weighs 5.5 pounds, 2.5 kilograms, including the warhead, has a range of 10 kilometers and an endurance of 15 minutes. The company says that the entire system can be set up in less than 2 minutes. The UAV has cameras on board, but is often used in conjunction with a mini surveillance drone for better battlefield awareness. The two drones are integrated with sensor-to-shooter software that enables instant transfer of target coordinates from the surveillance drone to the Switchblade 300. It is designed for pinpoint strikes and has a remarkable feature called waved-off capability to prevent collateral damage. For example, the operator can adjust a blast radius, so the drone kills only the driver of a vehicle, but not a passenger. According to AeroVironment, the weapon can be waved off up to 2 seconds before the impact. The drone costs as little as $6,000, by some estimates. Reports suggest the US military has used the Switchblade 300 in combat under limited circumstances in Afghanistan and elsewhere, but has not publicized that fact. But if they were to be supplied to Ukraine, that could be the most significant use of the weapon in combat to date. Wahid Nawabi, AeroVironment's Afghan-born CEO, said he had been told that the Taliban and other enemies were targeted by the Switchblade 300. Вот такое чудо техники Америке поставлено в огромном количестве. И закрывать небо, я думаю, не нужно. Россия лишается своего воздушного флота. Практически он уже все боеспособное уже ликвидировано. Нормально, все отлично. Так. И немножко троллинга на русских. Вот я вам хотел, знаете, процитировать одну... Сейчас, друзья. Сейчас. Вот я вам хотел, знаете, процитировать одну фразу. Хотел спросить, насколько вы считаете, что это действительно правильно. Оппозиционеры поливают нашу страну грязью, отрабатывая деньги, которые им платит Запад. Эти оппозиционеры существуют на деньги США и являются послушными псами своих заокеанских хозяев. Все так называемые оппозиционеры, враги нашего народа, финансируются Западом, живут на его подачке. Вы согласны с этим? Блестяще сказано. Отлично. Это сказал Иосиф Геббельс 12 марта 1933 года. Протроллили русского фашиста.
Так, друзья, так, переходим к вашим комментариям. Так. Кутин, чешок, сдавайся. Русский, вываливай планы ваши, но только не наваливай. График, дико. Да, это, по-моему, графика была. Ассаламу алейкум. Аслам, брат, сегодня доказали, что сбитые эти вертолеты фейк из игры скача. Там на видео деревья зеленые. Лашвай, да, но было похоже, что это фейк был, ну, графика. Но сбили больше 100 самолетов, вертолетов. Так, Израиль, Азербайджан такого типа дроны поставляет. Слава воинам Азербайджана, знатно террористов поджаривает. Так, Аслан. У американцев есть дроны, которые можно запустить и спокойно можешь лечь спать. Они сами могут часами находить цель и уничтожать, да? Маш Ойл. Так. Так, ваш комментарий я прочитал. Сейчас вам покажу еще. Так. Эх, Сашку Белову бы сейчас. Так, по поводу уничтоженного корабля в порту Бердянска. Саратов, назывался так этот кораблик. Потери неизвестны, продолжается локальный пожар в кормовой части. Из-за угрозы взрыва боезапаса корабль притоплен на глубине 5 метров. Куников и Новочеркасск получили повреждения и вышли в море. Потери Куников 8 человек ранены, Новочеркасск 3 погибло, 3 ранено. Потери уточняются. Значит, 3 корабля пострадало. Не просто убиты 3. Не просто один уничтожен, а 3. Ну, 2 ушли, 1 уничтожен. Так. Так. Ну, здесь вся лента забита этим кораблем. Возвращаемся тогда к вашим комментариям. Так. Европейцы, наверное, надеются на эти дроны, так как слишком слабо раскачиваются. Им надо свой тянуть. Так, то, что все начинает задирать. Что-то все нос начали задирать. Быстро они не сдохнут. Коктейль Молот отлично, 2 поджали хвост. Сейчас в США идут обсуждения противокорабельных ракет. Поставки тогда точно этим корытам придет конец. Да, наверное, и флот, как и авиацию российскую, нужно уничтожать всю полностью. Нужно.
Это очень хороший способ утилизировать всю бандармию России. К большому сожалению, жертвами с нашей стороны, но разоружить нужно этих бандитов. Другого выбора нет. Так, к сожалению, малая часть чеченцев учится на свою историческую ошибку. Ум надо прокачивать. Да? Одудовлетворенные чеченцы десятилетиями пытались убедить цивилизованный мир, что все русские убийцы и насильники. Но нам не верили. Так, мы всем даем поддержку и моральную тоже. Это Ури, а до этого был Одудовлетворен. Я бы не сказал, что едущие с Рашки чиновники это хорошо, потому что, скорее всего, у них есть связи в Европе, и как они этими связями воспользуются, хороший вопрос. И уходят мы всегда злодеи. Так, Фриман антипатриотизм. Русский народ должен осознать, что зло в России не искоренить без разрушения империи и строительства русского демократического государства без порабощенных народов. Да, именно так. Евгений, а сам в связи с войной стали в мире вспоминать преступления РФ против ЧРИ. Не думай, что война так или иначе закончится и мир опять не будет это интересовать. Что-то делается, чтобы закрепить флаг. Евгений, как всегда, у тебя хороший вопрос. Конкретный, по существу, как говорится. Я не знаю, что делается по этому поводу. У нас нету органа власти, которые бы занимались бы какой-то работой, кроме имитации и там популизма. Другого я пока не вижу. Но абсолютно ты прав, о нас начали говорить, на международный уровень наши события, наша тема выходит. Работа определенная ведется некоторыми людьми. Я, если честно, всего не знаю и знать не могу, конечно. Но мы сделаем так, чтобы это не забылось и не прошло мимо нас. Это то, о чем я давно предупреждал, что этот поезд может пройти мимо нас, и мы останемся ни с чем. Но я думаю, уже этого не произойдет. Надеюсь на это. И будем держать руку на пульсе. А так ты абсолютно прав. Это меня тоже беспокоит. Это меня тоже беспокоит. Так, теперь ножки Байдена только в обмен на ядерное оружие. Одну ножку на одну за одну ядерную бомбу. Маш Вовель, ваша говорит, груд. Дейлир Саламашал Хуйль, говорит. Ичкерия Форео. Путинские попы из банды Кадырки призывают к джихаду во имя Русской империи, собирают всю наркоту и алкашню вперемешку с тиктокерами и кидают в бой. Да, это тоже правда. Сейчас на войну не едут качественные. Весь уже сброд да не собирают. Не хватает им. Об этом я и говорю, Аслан. Ури говорит, так, поверьте, все преступления будут расследоваться вплоть до 91 года. Эверрей. Я очень на это надеюсь, Эверрей. Да, Аллах. Это подтверждается хотя бы той же сдержанной реакцией Европы на агрессию России против Украины. Лахтер Алексей. Но все равно игнор. Все равно без нас никак. Но все равно игнор. Ну, не такой уж и игнор. По-любому сдвиги есть. Будем надеяться, что все будет хорошо. Да, Алмула. Да, Алмула. На это очень сильно надеемся. Друзья, я сегодняшний свой стрим закончу. Я до этого был в ТикТоке тоже в стриме. Сейчас, в принципе, все, что хотел сказать, сказал. У меня еще кое-какие дела сегодня. Нужно очень подготовиться. Важно подготовиться. Ну вот, на этом наш стрим тогда я сегодня же заканчиваю. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Всего самого хорошего. Спокойной ночи. Ассаламу алейкум. Маш вайль. Адикюэль ночи.